Альхамдулилля, Аллах дал нам иман, дал нам ислам, дал нам Коран, оживил, отправил к нам Мухаммада, салям, оживил наши сердца зикром, поминанием Всевышнего, пробудил нас ото сна, вернул нам наши души, дал нам возможность Его поминать. Пример того, кто поминает Аллаха и не поминает Аллаха, похож на пример живого и мертвого. Сегодня пятница, альхамдулилля, лучший из дней, когда восходит солнце. В этот день Расулуллах, алейхиссаляту вассалям, нам кое-что рекомендовал, и среди его рекомендаций это чтение суры Кахф. 18 сура, несколько аятов из нее возьмем, или даже один аят, может быть, два аята. Аллах говорит: «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим», 18 сура, 45 аят. «А'уду билляхи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вадриб лахум масалал хаятид дунья кама'ин أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Это были слова Аллаха Джалля Джалялуху. Они являются истиной. Аллах сам истина, аль-хак, и его китаб, его книга, его слова тоже являются хак, истина. Аллах этими словами дает нам пищу для души. Сердце успокаивается от поминания Аллаха. И также дает этими словами пищу для чего? Для сознания, для интеллекта. Есть у нас аш-казан, курсак. Кушать надо. Не будешь кушать, будет живот болеть. Много не будешь кушать, умрешь. Есть у нас юрак, да, сердце. Аль-кулубу каль-кудури таглиби ма фиха. Сердца, они подобны. Это не хадис, это слова одного поэта арабского. Сердца, они подобны казану, в котором кипит бульон. Ва аль-синатуха магафируха. И языки являются черпаком, который достает оттуда то, что в нем содержится. И очень важный казан еще баш-казан. Баш — голова, сознание, разум. И это все нуждается тоже в пище. Подкармливать надо и желудок, и сердце, и разум. И все это нам дает Коран Карим. Говорит: кушайте халяль, потребляйте дозволенную, чистую пищу. Посредством поминания Аллаха, зикра, успокаиваются наши сердца. И, конечно же, Коран дает нам пищу для размышления. О чем здесь Аллах нам говорит? В 45-м аяте суры Кахф говорит: «Вадриб лахум масалал хая». Аллах говорит: приведи для них, для слушателей Корана, для людей, пример этой ближайшей, нижайшей жизни. Вот. Пример. Почему пример? Потому что человек, у него сознание построено как весы.
раньше, в советские времена, когда не было электронных весов, на базар идешь, и стоят весы с чашами, тарозу, тарозы. На одну чашу весов надо положить что? Безмян. На одну чашу весов надо положить груз, например, гири какие-то, и на другую чашу весов что положить? Помидоры, огурцы, картошка, что тебе надо? Товар. Если нету весов и нету товара, да? Или будет товар слишком много, слишком мало, и никто не согласится тебе без гирь, без весов отдавать свой товар, и ты сам тоже недовольный будешь. Правильно? И вот наше сознание тоже так построено, как весы. На одну чашу весов надо что-то положить, чтобы понять что-то другое. Или говорят, все познается в сравнении. За счет сравнения человек соображает. И вот Аллах приводит нам пример для соображения, для размышления. Говорит, пример этой ближайшей, нижайшей жизни похож на воду. «Анзальнаху минас сама», которую мы ниспослали с неба. «Фахталата бихи набатуль арду». И вот, например, дождь пошел хорошенький, тепленький, прекрасный. И смешалась эта вода с растениями. И выросла трава, выросла зелень, выросла дерево или трава или что. Фаасбаха, и через какое-то время превращается хашим. Хашим значит труха. Труха. Особенно вот сейчас осенью это хорошо видно. Да? Например, кто шел пешком по какому-то там парку или лесочку небольшому, заметил, что под ногами валяется что? Листья. Несколько месяцев они назад были зеленые, красивые, сочные, да? А сейчас валяются под ногами. Тадругу риях, так что ветер их разносит туда-сюда. Тадругу риях. Вот такой пример. Вся наша жизнь, дунья, значит, она вот похожа на этот пример. Когда были какие-то причины, Аллах создал причины, и результат. Дунья появилась, мы с вами тоже появились, как дождичек. Из одной капельки воды Аллах нас создал, и когда-то мы были свежие, красивые, зеленые, пончики такие, да? Вот на детей посмотришь, красавчики, а? И теперь потихоньку начинают у нас волосы белеть и выпадать, и морщинки появляться, и так далее, и тому подобное. И потом, иншаллах, даст Аллах, пенсионерами станем. Пенсионер. Скажет, пенсионер, иди гуляй, Вася. Да? Так же. Отдыхай. Все, хватит. Как трава, как листочки будем, уже все, уже теряется все. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. И Аллах, Джалля Джалялю, над каждой вещью могущ. Как Он нас создал из одной капельки, сделал сильными, здоровыми, крепкими, потом сделал слабыми, беспомощными. Как Он природу тоже сделал так, после дождя зеленой, красивой, приятной, потом превратил в труху, потом придет снег, все это белым покрывалом закроет. Нас тоже, иншаллах, биизнилля, тоже белый кафан, иншаллах, надеемся, что сделают? Покроют. Да. И счастливчики те люди, которые приходят в мечеть до того, как на них надели кафан. Приходят, делают добрые дела, читают намаз, зикр, что-то полезное дают, что-то полезное берут. И счастливы те женщины, которые, пока на них не надели белые покрывала, надевают на себя что? Одежду, закрывающую их аурат. И несчастны те люди, которые
приходят в мечеть только на джаназа. Несчастны те женщины, которые одевают сатр, покрывающий их одежду, только после того, как их омоют. Вот такой нам Аллах пример приводит в этом аяте. И в продолжении говорит: «Аль-малю аль-банун» – богатство и потомки. «Зина» – это украшение, это мишура аль-хаяти дунья – ближайшей, нижайшей жизни. «Валь-бакияту салихат» – а остающиеся благие дела «хайрун инда раббик» – лучше у твоего Господа, «thawaba» – как награда, «ва хайрун амаля» – и лучше как предмет надежды. «Ва яума нусаййируль джибаль» – придет время, когда мы заставим горы двигаться. «Ва тараль арда бариза» – и ты увидишь землю ровной, плоской, никаких домов не останется, коттеджи и так далее. «Ва хашарнахум» – и мы их всех соберем. «Фалям нугадир минхум ахада» – и никого из них не оставим. Вот это один пример из Корана. Еще один хороший пример из суры Ибрахим. Сура Ибрахим, 14 сура, 24 аят, она посвящается Абуль-Анбия, пророку Ибрахиму, отцу всех пророков, которые после него пророки были, все они из его рода. И Мухаммад, салям, и Иса, алейсалям, и Муса, и другие. Аллах говорит: Бисмиллахи рахмани рахим. Алям тара... Аузу биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Садакаллаху азим. Аллах в этих аятах, сура 14, аят 24 и ниже, говорит: «Алям тара кейфа дарабаллаху масаля». Разве ты не видишь, разве ты не знаешь, о Мухаммад, салям, и все, кто читает Коран Карим, что Аллах привел пример калиматин тайиба, хорошего слова, кашаджаратин тайиба, как прекрасное дерево. Аслуха сабит, его корни крепкие. Ва фаруха фис сама, а ветви на небе. Ту'тик укуляха кулляхин, это дерево постоянно дает плоды. Биизни раббиха, с доизволения ее Господа. Ну, его, по-русски его, по-арабски ее. С доизволения его Господа, Господа дерева. «Ваядрибуллаху л-амсаль» и Аллах приводит примеры «линнаси» для людей «ла'аллахум ятадаккарун» быть может, они задумываться будут, размышлять, анализировать будут. «Вамасалю калиматин хабиса» а пример скверного слова «кашаджаратин хабиса» похож на пример скверного растения. «Ичтуссат мин фаукил ард», которое вырвано из земли. «Маляха мин карар», нет у него стойкости. Нет у него стойкости. «Юсаббитуллаху алладина аману бил каули сабит», таким образом Аллах укрепляет верующих людей крепким словом. «Фил хаяти дунья», в ближайшей, нижайшей жизни, «ва фил ахира», и в последней жизни. «Ваюдиллюллаху залимин», и тиранов, грешников Аллах вводит в заблуждение. «Ваяфалюллаху ма яша»,
и Аллах поступает так, как Он этого желает. Субхану ва тааля. Вот такие аяты. Послушали, альхамдулилля, пищу получили, да, для размышления. Теперь давайте ее, что сделаем? Переварим, да. Вот, кто что для себя уяснил, поделитесь, пожалуйста. Ятлюна китаб Аллахи ва ятадарасунаху, чтобы не только один человек вел монолог, а был вот диалог, чтобы мы делились своим знанием, своим опытом, своим видением знамений Аллаха Джалля Джалялю. Что из этого извлекли? Вот, вкусно покушали суп, альхамдулилля, и надо теперь отправлять белки в мышцы, углеводы в мозги. Что еще есть там в пище? Белки, углеводы, витамины, да? Вот. Покушали, курсак должен работать. Информацию получили, тоже надо работать головой, скажем, сознанием. Ну, голова, не знаю. Аллах Та'аля про голову не говорит, говорит про сердце. «Лахум кулубун ля я'акилуна биха». У них сердца, которыми они не размышляют. Дай Аллах, чтобы сердца наши были размышляющими. Ну что, не стесняйтесь, кто какие для себя сделал умозаключения, скажем так. Из услышанных аятов. О чем говорил здесь Аллах? Какой пример приводил нам? Первый, второй аят, или пример из суры Кахф, пример из суры Ибрахим, с чем-то как-то связаны друг с другом. И там было растение, дерево, и здесь тоже растение, дерево, да? Ну что, монолог будем слушать? Никто не хочет ничего сказать. Все... Пожалуйста, дорогой, скажи. Я понял то, что наша жизнь, она не бесконечная в этом мире. Как сравнил это с деревом. Мы родились, вырастаем, крепнем, потом после того, как мы получили все от этой жизни, то, что нам было велено, мы покидаем этот мир. И я думаю, мы не должны в этом мире хвататься за богатство, за мирское, потому что Аллах, я услышал то, что этот мир по сравнению с крылом комара не имеет никакого значения у Аллаха. И мирское, все то, что мы видим, это богатство, наши дети, наша семья, все это не стоит ничего, можно сказать. Это украшение этого мира. Самое главное то, что в нашем сердце это богобоязненность и правильные поступки, следовать за пророком Мухаммадом саллаллаху алейхи вассалям, и вести более праведную жизнь. Джазак Аллах хайран. Да. Значит, вот дерево, оно растет и потом дает какие-то плоды, правильно? Яблоко дает яблоко, груша дает грушу, пальма дает финики. Что еще? Какие деревья еще есть? Дурман дает дурман, конопля дает конопля, пахта дает мамык, да? Это хлопок дает, это что? Вату дает, вот. И также и мы тоже. Живем, и какие-то плоды
надеемся получить. Правильно? И как заметил наш брат, самый лучший плод, самый лучший результат в этой жизни, который мы получаем, это называется таква, душевное состояние, когда мы любим Аллаха и боимся Его гнева, делаем добрые дела и отстраняемся от мерзких поступков. Просим у Аллаха прощения и прощаем других. Джазак Аллах хайран. Спасибо. Очень полезно, нужно всем это нам. Вот эти аяты желательно еще носить в своем сознании хотя бы несколько дней или даже до следующего недели, если будем носить еще лучше, перечитывать, пересматривать, ходить вот по полю, по земле, смотреть на эту природу, как она меняется, и ставить себя на ее место, что будет с нами. Сура Кахф, 45-й аят, и сура Ибрахим, 24-й аят. 14, 24, 18, 45. Бисмилля, альхамдулилля, вассалату вассалям на расулилля. Аллахума джа'альна мин алладина ястами'уна аль-кавля фаяттаби'уна ахсана. Аллахума ахсина акибатана фил умури куллиха ваджирна мин хизyi ад-дунья ва азабил ахира. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد.